Друзья, рада вас приветствовать на моем канале. С вами Ольга Быстрова. Предлагаю вам прогноз на неделю с 4 по 10 мая 2020 года для стрельцов. Посмотрим, что ждет на этой неделе. Итак, у нас король мечей выпадает как главная карта этой недели. И для стрельцов это, конечно же, карта очень серьезная. То есть эта стихия все-таки не родственная, да, это стихия воздуха, стрелец у нас огонь, да, то есть будут какие-то события происходить, которые будут заставлять двигаться. Может быть, мы увидим новые цели какие-то, появятся люди, которые будут нас вдохновлять, направлять как-то, помощники различного рода. Эта карта очень такая резкая, да, когда ситуация меняется просто моментально, особенно если это касается власти, если это касается каких-то идей, особенно по работе, по бизнесу, да, которые вот буквально нас захватывают и меняют полностью наш взгляд там, на жизнь, на мир, на окружение и так далее. То есть король мечей – это карта, которая говорит о том, что очень важно то, что мы скажем на этой неделе, то, что мы говорим, да, то, что мы думаем, и вот как мы используем свой разум. И карта говорит о том, что будет очень сильное влияние какой-то информации на массы людей, и нам самое главное здесь не попадать под влияние негативной информации, потому что это может нам навредить. Король мечей – это человек, который знает, куда идет, человек, который знает о своих правах, который действует в рамках закона всегда, но он любит, чтобы все было по его, да, вот какие-то желания появляются очень резкие какие-то, неожиданные, он стремится их сразу же осуществить. А хорошо это или плохо, это как бы покажет время. Но вот особенно это касается коммерции, особенно это касается интернета и, вот знаете, может быть, заключения каких-то новых договоров, соглашений, знакомства с новыми людьми и так далее. То есть вот больше всего вот на эту сферу идет акцент. Ну и также эта карта обращает внимание на все, что связано с электричеством, да. Если у вас не в порядке проводка, самое время ее починить, чтобы не было каких-то проблем. Или, допустим, в положительном ключе, если вам нужно осветительные какие-то приборы покупать, электроприборы, замечательная неделя для того, чтобы эти покупки сделать. Также карта хорошая для работы в сетях, для блогерства, для интернет-магазинов, может быть, у кого-то уже есть, кто-то будет создавать. Это хорошее время для того, чтобы себя рекламировать, себя, свой бизнес. Может быть, прямые эфиры кто-то захочет проводить. И там YouTube, Instagram и так далее, вот группы различные, они тоже приобретают как бы важное значение в ваших делах. Отношения. Десятка жезлов. Что-то очень уж тяжело в отношениях стрельцам на этой неделе. Может быть, потому что нет времени просто на отношения. Может быть, уже слишком много накопилось или какой-то опыт отрицательный есть. Но в любом случае здесь у нас цикличная какая-то ситуация, да, то есть завершается какой-то процесс, связанные с отношениями. И, скорее всего, здесь завершается именно потому, что мы слишком много ответственности на себя взяли, и нас это уже начинает, ну, как сказать, раздражать, да, то есть мы хотим как можно быстрее уже покончить с обязанностями, которые мы на себя взяли по отношению к близким людям. Какие-то сложности, может быть, это связано с погашением долгов, кредитов за недвижимость, да, или еще какие-то вопросы, связанные вот с домом, с семьей и так далее. Для тех, кто в поиске партнера, вот дополнительно выпадает карта «Дом». Карта говорит о том, что вы прямо из дома можете познакомиться с большим количеством людей, и будет сложно даже выбрать какого-то определенного из них. Но карта рекомендует, что все-таки нужно подумать, какой человек, вот с каким человеком вам бы
хотелось как бы долго быть, с каким бы человеком вам хотелось там строить дом, да, свою семью и так далее, и уже сделать какой-то выбор. Либо вообще от всех отказаться, если они вам не подходят, не нравятся. Теперь посмотрим для тех, у кого уже есть пара. Карта перекрестка. Вот это главная карта тоже говорит о том, что здесь могут быть какие-то очень шоковые такие ситуации, да, вот вплоть до развода. И карта перекрестка тоже нам говорит о том, что может быть вот такая вот опасность, когда нужно принять решение, да, и мы можем в этом поспешить, как-то необдуманно сделать на эмоциях, да, вот исходя из одной только ситуации, не взвешивая весь опыт. То есть хотим освободиться и все, да. И вот здесь вот хорошо, если это как бы давно уже это решение зрело, то есть вы обе ваши стороны не хотят вместе быть, да, но если, допустим, это просто какая-то ситуация критическая, разовая, то вот такие решения принимать, конечно же, преждевременно. Тут нужно быть очень осторожными. Карта говорит о том, что прям под угрозой находятся отношения в паре. Вот очень-очень осторожны будьте. Также эта карта говорит о том, что может возникать какое-то знакомство, да, там, допустим, появиться какой-то третий в вашей паре, и вот это чревато как раз разрывом. В общем, смотрите, если у вас хорошие, прочные отношения, не стоит, может быть, вообще даже знакомиться с какими-то новыми людьми, чтобы не было вот таких критических последствий. Если же у вас ситуация давно назрела, и вы как бы мечтаете развестись друг с другом, ну тогда вот самое время для этого. Так, теперь посмотрим. Для тех, кто в ссоре. Карта говорит о том, что кардинально меняется ситуация. Тут освобождение. Либо освобождение от обид и от вот этой ситуации затянувшейся, да, когда вы не можете поговорить, помириться. Либо здесь, ну и наоборот, здесь как бы перемирие может означать эта карта. Или вы расстаетесь навсегда. Но как-то для стрельцов тоже все очень кардинально на этой неделе. Для работы семерка пентаклей выпадает. Карта, которая говорит о том, что придется набраться терпения, еще процесс не закончен, еще нужно поработать, есть ограничения, может быть, срываются какие-то контракты, да, может быть, вам самим хочется что-то поменять очень сильно, тем более вот такая карта, да, вот хочется все как бы одним махом разрубить. И все, но карта говорит о том, что нет, доведите до конца. Скорее всего, ваше вот это желание уйдет, вы выиграете, да, если доведете до конца, если вложитесь в это дело, если наберетесь терпения, там, подождете результаты и так далее, и так далее. Давайте посмотрим, что будет для тех, кто в поиске работы. Есть возможность получения хорошей должности с хорошим окладом, либо это помощь человека, который вот сможет сделать для вас там возможное, невозможное, да, то есть может как-то вас рекомендовать или к себе на работу взять и так далее. То есть вот ищите людей, которые могут вам помочь. Для тех, у кого работа есть, карта клевера, то есть какие-то уже мелкие начинаются улучшения, да, несмотря на то, что вот у вас есть такое нетерпение, все-таки на этой неделе может быть много чего хорошего. И может быть там клиенты новые, может быть в законах какие-то послабления, может быть в вашей компании что-то там улучшается, может быть обещают вам должность. В общем, что-то тут хорошее может происходить для вас. И это будет знаком для вас, что работу нужно сохранить. Для тех, у кого свое дело, карта креста говорит о том, что здесь нужно все по-новому выстраивать. Скорее всего, вот эта энергия вам на благо, на руку, да, и вы можете как раз перестраивать свой бизнес вот через интернет, продавать и так далее. Вот все, что я вначале говорила, все это можно использовать. Любые средства коммуникации, сети, блогерства, YouTube, ну, в общем, новые технологии. Это все для блага. А теперь финансы. Семерка мечей. Смотрите, это карта, которая говорит о том, что мы можем очень захотеть потратить деньги. А они, возможно, посмотрите, вот очень много мечей, мы слишком уже, ну,
устали, может быть, от того, что наши желания какие-то не исполняются, и мы можем потратить деньги просто для того, чтобы компенсировать вот нехватку чего-то, каких-то эмоций, да, то есть пожалеть потом можем о том, что потрачено. Карта говорит о том, что нужно обязательно взвешивать свои желания, да, чтобы вот не потерять. Кроме того, здесь у нас карта воровства, да. Будьте осторожны, не передавайте никому там карты свои и так далее, да, не сообщайте там лишнюю информацию о картах. Также карта говорит о том, что может быть кто-то из близкого окружения может воспользоваться информацией о вас, вот, и как-то в плане денег вот можете потерять. В любом случае, эта карта не очень гармоничная, да, это все-таки мечи, это какие-то, знаете, очень быстрые эмоции, а в деньгах они всегда вредят. Если это какая-то крупная сделка, да, вы можете под влиянием эмоций принять решение, а потом об этом пожалеть. То есть не нужно слишком быстро здесь действовать, нужно все обдумать, посоветоваться. Карта говорит о том, что не стоит действовать в обход закона и во вред другим людям, для того, чтобы все было в порядке. Для тех, кто на зарплате, вот есть возможность получить какие-то деньги, но, скорее всего, здесь какая-то потеря есть в сумме, и для вас это вот на этой неделе станет ясно, прояснится. Для тех, у кого свое дело, здесь вот могут быть ограничения, связанные с законами, с государством, какими-то регистрациями, да, в общем, что-то такое, что от нас не зависит. Вот если это крупная сделка, особо будьте осторожны, потому что тут могут даже просить какие-то суммы от вас, да, для того, чтобы в обход закона что-то сделать. Но для вас это только вредно будет, то есть не нужно этого делать. Карта предупреждает, вообще любые абсолютно действия против закона могут привести к проблемам, и любая поспешность. Давайте посмотрим совет стрельцам. Выпадает карта женщина. И здесь у нас, скорее всего, будет очень много эмоций. Мы будем думать о исполнении каких-то вот наших там заветных мечтаний, да, но карты говорят о том, что нужно думать не только о себе, но и о семье. Нужно думать о семье, о доме, о детях, о том, что нужно заботу проявлять по отношению к близким людям. Вот как-то противопоставить вот эту энергию стабильную, вот энергии, которая все хочет разрушить. Это важно становится на этой неделе, потому что, скорее всего, если вот разрушить тут все необдуманно, можно пожалеть очень сильно в ближайшее время, но вернуть тут, скорее всего, уже будет нельзя. Поэтому нужно быть очень осторожными. Друзья, желаю прекрасной недели, желаю, чтобы только самое лучшее сбывалось. Всего вам доброго, до новых встреч!